Добрый вечер. Ну, у нас вечер, вообще доброго времени суток. В общем, вот многие вопросы часто приходят вот, по поводу использования, ухода, эксплуатации. Такие вот моменты хотел разъяснить. Вот спрашивают, иногда заклинивает в ножнах. Значит, вот берем палочку любую в лесу из мягкой породы, выстругиваем, чтобы было чуть как бы побольше, поменьше немножко вернее. И как клином туда забиваем. Ну, то есть постараться поровнее выточить, как ручку, чтобы повторялась силуэт. Этой штучкой временами можно вот так вот намочили ножны в этом месте. И вот так вот их разрабатывают. Высушить как следует. Потом вот, чтобы не намокало, надо мазать их. Я вот воском обувным мажу. Может загуглите, может что-то чем-то другим можно. Сыромятная кожа, то есть она натуральная, засоленная просто и все. Так вот, тюнинг можно делать ему еще. Это вот, например, точилку поставить. Вот этот мне вид не хочется портить. Он уже такой вот лаконичный, все нужно прям просто вот супер, вот, честно скажу. Ну вот эти уже пришлось тут заделывать. Тут немножко проплешины были, как бы этот. Получилось, что там что-то ножом шоркнули, что ли. Вот закрыл вот этими полосками, заодно точилочку поставил. То есть вот так вот можно поправить. Со стороны дола всей плоскости тут немного быстро это. Еще вот специально 9ХС, это очень ржавучий металл. И вот постояло оно у меня в ножнах двое суток и поржавело немного здесь. Вот часто спрашивают. Это значит берете, сейчас нету у меня, наждачку 2500, то есть где-то оставил. Жиром вот так вот намазали, это вот у меня говяжий жир просто. А вот, ну, добычи прям, вот сырой, прям вот барсучий, медвежий. Но не растительным маслом. От растительного масла слышал, вот еще сильнее ржаветь начинает. И даже не слышал, а даже пробовал, вернее. Скажу на своем опыте прям. Вот. И смазали, и мелкой наждачкой 2500 она в любых лакокрасочных магазинах, вот где для покраски машин продают. В общем, и наждачку там же можно взять. В общем, ни в коем случае не растительным маслом. Ну, вроде бы. Так, вот еще бывает трещина, короче, да, вот трещина. Вот здесь я эбоксидкой, короче, заделал и все такое. А это вот тоже вот с добычей конечности. Там хвостик, ну, лапка. Взяли, вот отрезали колечко, сняли целиком его, натянули и дали высохнуть. Ну, просолить, вернее, сначала лучше. Просолить сначала, а потом уже, вот, ну, после этого отмочить и натянуть. Все получается. Хотя она и без соли, вот даже вот якуты, вот, допустим, щуку, просто не в то время сушить надо, когда вот нету ветра, нету мух. То есть ветер есть наоборот, а мух нету. И в тенечке. Ну, в общем-то, вроде бы все рассказал. Всего доброго, до свидания. Так вот. Это вот нарезка просто уже. Снимать как-нибудь запишу еще видео другое. У меня есть там такой тундровый нож, он как раз вот все прелести того ножа раскроет. А так вот примерно берете, отрезаете колечки ровные. Они потом уже такие вот получаются прочные, что их не порвать, ничего. Вот она. Можно вот обмотать вот так вот как-нибудь, например. Просто покажу. Раз, два, три, там что-нибудь такое вот сделать, например. Уже идея. И вот сами эти вот подвесики сюда вот продеваете, одно в другое, колечками вот так вот цепляете. Можно еще их, то есть сделать такой, хочешь длины шнурок, такой вот прочный. Вот так вот его оттягивать и разминать на досуге. Вот когда вот немножко вот бывает эти вот высыхают, значит пальцы намочили и вот так вот его разминаете, то есть у вас как бы вместо четок и в то же время моторику пальцев развивает, силу. Подтягивать вот так немножко надо все время, вот так вот, иметь как бы. Вот. Разомнете, он мягкий становится, тогда вообще такой прикольный. Ну, всего доброго, до свидания.